Вы смотрите программу «Актуальное интервью». С вами Марферина Алексеева. Здравствуйте. 15 августа завершилась приемная кампания во все средние профессиональные образовательные организации республики. Об итогах приемной кампании и не только мы сегодня и поговорим. Гость студии Дмитрий Алексеев, директор Якутского медицинского колледжа имени Виталия Вангорского. Дмитрий Афанасьевич, здравствуйте. Здравствуйте. Ну что ж, как прошла приемная кампания в один, пожалуй, из самых востребованных колледжей Якутии? Да, вы правы. Востребованных. Благодаря большой работе и совместной деятельности Министерства образования и науки и Министерства здравоохранения проводится очень большая работа и медицинскими организациями, и нами, то есть колледжами, по профориентационной работе. И поддержка глав наследов и глав районов у нас нынче как не бывало большое число заявлений. Это 4569 заявлений. В том числе 3500 – это те люди, которые хотят поступить на 650 бюджетных мест всего. Да. То есть это придется 3000, которые подали заявление, сказать, к сожалению, на следующий год. Кроме этого, у нас, как не бывало, нынче конкурс на платный. 1000 с лишним человек сдали на платные места. И результат у нас очень интересно получилось. Лабораторная диагностика – это лаборанты. Да? 18 человек на одно место. Акушерки, как никогда не бывало, это 7 человек на одно место. Лечебное дело – это фельдшера, 6 человек на одно место. То есть они востребованы. Население республики нашей верит в здравоохранению, и родители, и все хотят, чтобы были они медицинскими работниками. А как прошла кампания приема студентов в 7 районных подразделениях ваших? Да, это очень помогло нам нынче. Мы все документы сдали через госуслуги. То есть все эти, как вы сказали, 7 наших отделений, всего у нас 15 отделений по всем районам Республики Саха-Якутия, и они сдали, не выходя из дома, через госуслуги. И мы здесь все получили, и поэтому такой был большой результат получается. И они сдали, и сейчас мы предварительный список после окончания приема сдали, сейчас ждем зачисления. То есть будет зачисление 25 августа вечером, они все выйдут и в результате сайте. Сейчас до 23 числа августа все, которые думают поступить к нам, должны принести оригиналы диплома об образовании или среднем, или СПО. Ну, то есть в ваших филиалах также, да, это очень прям большой спрос? Да, там вот, например, нынче открывается в Верхоневлюйске 3,2 человека на одно место в этом районе. Да? И Мегана-Кангаласом нынче впервые открывается 2,4 человека, больше 2 человек на одно место. И сестринское дело в Вилюйске по 2 человека на одно место. То есть у них тоже конкуренция идет, то есть это все работы на качество. И вот в следующем году у вас появится медицинский кластер. Расскажите, что это? Да, это очень хорошее, доброе дело, можно сказать, помощь нашему образовательному процессу. Благодаря поддержке нашего Илдархана и правительства Республики Саха-Якутия нам доверили, чтобы мы участвовали в федеральном конкурсе гранте, чтобы получить 60,5 миллионов рублей. На эти суммы мы запланировали приобретение образовательных инструментов для лучшего освоения всей нашей образовательной программы. Например, туда участвуют все наши 3 колледжа. Нюрнгринский, Алданский медицинский, то есть, и также 12 медицинских организаций. То есть вот этот пропорционалитет, в который мы вошли, то есть мы попали в лучшую компанию, это те, которые все силы консолидированы на то, чтобы качество образования было хорошее. Не только знания, а навыки. Для этого и здесь у нас есть социальные партнеры,
которые на их базе обязательно будут проходить все практики. Теперь оно будет смотреться через реестры федеральные. Там будет видно, например, Алексеев сегодня куда пошел на практику, какую больницу. То есть это все учет. Потом будет выводиться, каково качество прохождения практики на этих медицинских организациях. То есть они все будут заинтересованы на то, чтобы были хорошие, компетентные, стрессостойчивые, подготовленные кадры. И хочу сказать и поблагодарить за то, что у нас, только в нашей республике, в течение на территории Российской Федерации сохранено распределение и селевое. Вот нынче из 650 мест 390 квота Министерства здравоохранения на селевые места. То есть первокурсники, уже зная при поступлении, после окончания куда пойдут, то есть гарантированно. Второе, во время практики они могут, куда могут идти на практику. Ну что ж, практика это всегда за качество, и действительно очень хорошо, да, когда молодежь Да, и знает, там да. практически, что, которые Там, где и не хватает кадров. да, в связи с профессионалитетом, да, и там будут ответственные наставники по профессионалитету для улучшения качества прохождения практики на местах. Ну и как идет подготовка ко встрече со студентами? Возможно, по кадрам, по учебным планам идет подготовка? Да, все наши учебные кадры, они согласованы институтом, потом рассмотрены, коррективки сделали, потом сделано Министерство образования и науки тоже, и мы зашитили, сейчас уже мы готовы. Также мы готовы к подготовке кадра акт об разрешении, сейчас тоже идет работа по санитарно-техническому содержанию и общежитие на 390 мест, и наш учебный корпус. Мы, к сожалению, обучаемся 2 смены. Мы не мешаем, только нас спасает наше отделение 15 районов и наши головные медицинские организации, где имеются учебные классы, где наши проходят практику. Ну, помимо того, да, что вот даже у вас не хватает даже здания, можно сказать, я знаю, что у вас все равно имеются такие мастерские, да, современные, очень оснащенные. Как они помогают студентам? Я хочу сказать, что вот мы нынче в выпуске как никогда 1236 выпускников. Это целая армия выпускников. И за их качество и боролись все медицинские организации, чтобы они достойные были. И второе, почему я это говорю, медицинские организации, у них сейчас суперсовременное оборудование стоит, которое дети не боятся уже, они уже привыкают. Когда они пойдут уже работать, они будут знать, где кнопка, которая нужная, которую надо нажимать. Для этого и вот, как вы говорите, мастерские. В 2022 году мы победили тоже в федеральном уровне с поддержки нашего Министерства образования и науки и получили 14 миллионов рублей и сделали это у нас, мастерские, они по местам. Это и по специальностям, которые 4 специальности было, по 12 мест каждой специальности. Мы подготовили, которые в этой базе можно и в высоком уровне провести профессионалитет, соревнования, чемпионаты. И чемпионаты Олимпии для инвалидов. Вот это все. И самое главное, там проходят профориентационную работу наши школьники. Тысячами школьников прошли и вот себя проверили, как можно работать, что где заинтересован. То есть мы мотивируем студентов. И хочу сказать, вот эти мастерские, сейчас тоже не все работают, полную силу, 2 смены. Вот поэтому и возвращаются школьники к вам в таких количествах, скорее всего. Да, вот, которые у нас обучение прошли, да, которые 10-11 классы, когда директор школы вручает аттестат, я еду и получаю диплом о пробообучении младшая медсестра или младший медбрат по уходу за больными. То есть, и это дополнительный балл для поступления в наш колледж. И сейчас, когда вот такое 14-7 человек на одном месте, конечно, первыми идут те, которые обучение пошли, то есть мотивированные, которые хотят быть медиками, не просто кто-то сказал, что иди медицинский. Вот поэтому это очень хорошая практика, которая с федерального уровня сейчас требуется. Да, действительно. Ну и вот вы ранее уже, да, мы
мы немного затронули тему трудоустройства целевых мест, а также, да, хотелось бы подробнее узнать, где именно трудоустраиваются ваши студенты-выпускники. Хочу сказать, что вот очень интересный этот вопрос. В масштабе, как я уже сказал, в масштабе России у нас только сохранено распределение при Минздраве Республики. Мы все это 1236 выпускников передали после распределения Минздраве Республики. И сейчас за ними следим, как они там трудоустраиваются. А Минздрав готов их принять, у каждого выпускника там имеются наставники. И хочу сказать, вот это распределение у нас проводится 2 раза в год. Вот нынче будет в декабре, потом в январе или феврале Министерство здравоохранения проводит, где вызывает работодателей, главных врачей медицинской организации. И на уровне замминистра нынче был Дмитрий Дмитриевич, да, и на его уровне было распределение каждого студента. Все по очереди заходят, будущие выпускники, и вот смотрят. Для этого нас спасло селевые места, которые до этого мы говорили. То есть надо иметь селевое место. И поступить оно помогает, а потом и распределиться. Может, кто-то хочет в городе, но у них нет этого селевого места. На заметку, да? Ну и, конечно, все знают, многие знают, что ваши студенты очень активные. Поделитесь успехами. Да, здесь очень большую работу проводит коллектив. Коллектив проводит это преподаватели и сами студенчество, которые у нас очень активно участвуют. Я не буду говорить насчет этих наших местных или других соревнований, где мы являемся лидерами. И лидерами стали по мастерским по всей территории топ-5. И сейчас по профессионалитету и по Олимпиксу они занимают федеральные места. Это очень радует и стимулирует. И нынче есть, например, студентка, которая демэкзамен сдала на 100 баллов, поэтому получила от Илдархана 100 тысяч рублей и преподаватель, и студент. Ну что ж, и в конце нашей беседы хотелось бы услышать от вас совет, напутствие мечтающим школьникам стать медиками. В первую очередь терпение, второе – доброта, третье – хотел бы сказать, чтобы они были очень заинтересованы, чтобы стать медицинским работником, потому что работа медицинская благородная, но очень тяжелая и ответственная, потому что их в руках, наших руках находится жизнь человека. Ну что ж, Дмитрий Афанасьевич, спасибо вам большое, что вы выделили время и ответили на наши вопросы. Очень благодарен. Спасибо. А я напомню, это была программа «Актуальное интервью». До встречи в эфире.